Глава Римско-католической церкви Папа Франциск принял историческое решение. Понтифик разрешил всем католическим священникам отпускать грех аборта во время исповеди. Прежде такая прерогатива принадлежала исключительно иерархам церкви. Почему Папа принял такое решение, почему оно важно и как на него отреагирует католический мир? Сейчас попробуем выяснить у обозревателя в настоящее время Сакен Аймурзаева. Сакен, приветствую в студии. Добрый вечер. Я был уверен, что вообще грех абортов не отпускает католическая церковь. Отпускали раньше только епископы и отдельные священники, которые были наделены этой властью в епархиях, разбирая каждый конкретный случай, потому что аборты, как знаешь, сегодня, когда это письмо, вот оно у меня распечатанное письмо папы, где вот один абзац буквально про аборт, а все остальное на самом деле про милосердие и про прощение людей. Когда эта новость вышла, мы с коллегами заметили, как это на американских каналах, это едва ли не главная новость, настолько тема абортов политизирована в этих странах. Я думаю, В польских вообще СМИ. не знаю, какой у них там сегодня должен быть диссонанс внутренний, да, потому что папа, если быть дословным и точным, он сохранил право, которое дал священникам год назад, дал его на время, чтобы посмотреть, как это в разных общинах будет восприниматься. И сегодня, заканчивая год милосердия, такой особый год для католической церкви, который папа предлагал всем думать о милосердии и о морально-этической жизни как воплощении этого милосердия, он просто это право оставил. И таким образом, подчеркивая в этом своем послании, что он не прекращает считать аборт смертным грехом. Знаешь, и очень красиво сказал, смертный грех, потому что он забирает невинную жизнь. И в то же время, пишет папа, я не могу не подчеркнуть, что милосердие Божие не может не покрыть грех. То есть он весь прошедший год говорил, вот вы сейчас видите, он как раз вчера во время службы подписал это письмо, говорил о том, что милосердие именно в личной жизни людей должно проявляться, в их верности, в том, как они живут после развода. Это тоже очень важный моральный вопрос, который папа смягчил за последний год. В отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, о чем он тоже очень много говорил в этом То есть году. про католическая церковь при Папе Франциске уходит от наказания к диалогу, к прощению. К прощению, это очень важно, именно к прощению. То есть он не говорит, что это хорошо, он не говорит, что делайте это, он говорит, что Бог это может простить. А, наверное, критики Папы какие-нибудь более ортодоксальные, да, в своей вере. Да, не священники имеются, говорят, как что раз, это не прощение никакое, да, а и попустительство. попустительство, и наоборот, разрешение на аборт. Есть серьезная сейчас оппозиция Папе, буквально на минувшей неделе 4 кардинала, очень авторитетные иерархии, один из них немецкий архиепископ Майснер в отставке, кёльнский, написали открытый очень такой вызов, письмо-вызов Папе именно по вопросу разводов. Я думаю, после этого письма мы увидим что-то подобное, особенно, кстати, в американских католических общинах, которые особо консервативны. Если бы церковь была хоть немного политической структурой, но с точки зрения некоторых людей так и есть, и должна была бы бороться за души людей, вот прямо как политические партии борются за души людей, прости, что я очень вульгарно, второй раз во время программы употребляю это слово, говорю, то тогда можно было предположить, что папа борется за паству таким образом. А ты думаешь, это папа борется за паству или папа борется конечно, он принимает позицию человека. за Знаешь, веру? он, конечно, принимает позицию человека, и в этом конфликт внутренний, и оппозиция многих иерархов, тех, кто с ним работает, потому что они всегда были такими доктринальными людьми. Вот есть правила, а папа впервые говорит, есть человек, и есть прощение, которое выше всяких правил. Это последнее, может быть, чтобы понимать, это право отпускать такой грех простых священников, налагает на них дополнительные обязательства или ставит их конечно. выше на Нет, иерархической... не ставит совсем никого выше, но видишь, это письмо содержит 20 страниц, Да, всего я вижу, одна что... строчка про аборты. В остальном тексте он говорит, что такие права требуют от священника глубокой подготовки к исповеди, как очень важному, для тебя, может, как для светского человека, психологическому акту, но для верующих людей это намного больше, как то прощение. Спасибо. Сакен Аймурзаев, обозреватель «Настоящего времени», в студии пытались понять, что означает последнее решение Папы Франциска.